Начнешь? Неси. Данил, Тот угол на, пап, еще все равно. что столько мало-то? Нет, это другой. Что столько мало-то? Тот угол, пап. Всегда друг другу-то помогаем, стараемся, как бы, ну, когда вместе работаешь, и быстрее идет, и все. Не то, что есть некоторые люди, которые себе сделали, и ладно, ну, не знаю, мы друг другу помогли, все, работу сделали. Живем дружно. Если собраться всем, для кого народу-то человек 20-30 точно важно. Тишина, да, Сонь? Заткнули рот соской. День свадьбы был в феврале, 18 февраля. Было очень-очень холодно. На второй день. Вот было, что одевали костюм удмуртский, мне одели удмуртский костюм. Потом полы подметали, деньги доставали, а хата всюду, везде их запихивали, куда только можно, и в потолок, и на потолок, и в люстры, и везде раскидывали. По папиной стороне у меня все удмурты, а мама у меня русская. Как бы комячка, но русская. Русская комячка. И вот. Бабушка с дедом раньше у нас разговаривали по-удмуртски, помню, жили, когда живые были, да придешь к ним, они в карты играют по-удмуртски, ругаются по-удмуртски, что-то там говорят все время. Бабуш, научи. Она что, два слова скажет. Ой, некогда. И так и не научилась. Сюда приехала, здесь уже 11 лет работаю, не умею по-удмуртски говорить, не понимаю. Сейчас молодежь, которая тут живет, вообще почти никто не говорит. Как-то так получается. Забывается язык. Но не научился я с детства разговаривать. И сейчас мне как бы трудно уже выговаривать те слова. Они для меня кажутся, как-то я говорю, для меня кажется, что я смешно так говорю. Например, я пробую на удмуртском говорить. Мне кажется, что это уже как-то по-смешному я выговариваю. Я не знаю. Вот если бы я говорил с детства, то, возможно, я бы и разговаривал сейчас. Бегай, сюда езжай. Вот так, резко. Долго не топчи. Молодец. Айлешман шацкил гансапегна. Вот. Приучила има сапегна. А всеман шацал, кто бы меня научил бы, ай колись, мо месте на городские. Он забросить скорее, но зачем этим заниматься? А вот внуки и дети пошли, и потом-то... А сребен, нужда. Иди-ка воду принеси маленько. Нам кыкнули. И вот Сергей и пацан, может, 2 внучки и 2 внука. А всяк словесни, и теща вона таки, это зима, туалте, ну, чтобы ноги не мерзли. Но мне даст подыскать мышца.
рассказывать корон бабушка сдат, может, и от прабабушек, от прадедушек выстаться, что якобы жители деревни Астрахань и Сибирь, и Жнавамука деревня, там пяти деревни, тубизы тацы коскужда. Река Косататын протекать Кореи, коскужда, тубизы и коризы расселиться. Якобы удмуртские племена олёл язык лыновын, лынов которын, и союзы марлышки кышкаса, может, марлышки кошкизы на лодках вдоль реки Косы тубизы тацы. Сибирь, Астрахань, Петровка, Чукай, Ленинцы. Это все наши удмуртские деревни. А название Сибирь. По-удмуртски у нас Пичкес. Пичкес – татарское украшение в виде браслета. Я же нашла такую версию, что Пичкес – это мелколесье. Астрахань. По-удмуртски говорят на ней Астракан. Астра – цветы, кан – кровь. Красные там цветы, как получается. Тридцать 38 лет школа им уже. Всего школа М как кабинет. Хотя 4 класса, 2 учителя, душето пеналёсты и по 2 класса вести каро. Там-то есть, там-то туя душецкие за второклассники, 2 класс был. И от нас 1 и 3 класс. Туя 4 класс мы Айвал Милян. Пеналёс идти, конечно, каль, но всего 12 человек душецкие за это, но в будущем ванчна небольшая перспектива, лосочная школа пока. Питье сознавание садиками полностью укомплектовать кареман. И, но почти в Орском месте ведь то не садики. Про Удмуртию мне рассказывать количком дань география Удмуртии, мы на краеведении пеналюслы все рассказывать количком. И Удмурт изучать корон негасно тоже вань. Сосуд дышать скотая, потому что дышать миллионы был, чтобы все дышатыны, то до наук Удмурт класс десны, и это раз дышать был, мы все изучать унгарский. Четвертый класс. Да, в будущем, конечно. Если дышать науки собственные даже, может и узнать половине 1999 год. Ага. Вот. Потихонечку, коленцы, лыски. Ясно. Сюда. И так. Серия. Вот так, колодки. Вот это сюда. Вот так делается. Высохнут. Квасьмоса, гурен. И нормальный валяночный лос. Эти детские валяночки могу маленькие, где за сутки сделать пару. Готовность. Желание есть. Если настроение, хоть мало настроения дает. Здесь и за одно дело я берусь, я уже делаю лысичко до конца. Ну, вот. А когда нет желания, получится сукар. Угу. Ну, можно за сутки валенки, чтобы
к утру уже готовы они были. Высохшие печки. Ну, за горочку специально насыпать квасено. Так. Вот и наши жгонлы, такие валенки поте. Мягонькие, легонькие, и шунытно, и нормально. Женька, ты где? Что ты? Мягко валенчика будем? Ай, как хорошо, да? Мягонько. Будет ходить. И тепло. Мягко, да? Хорошо? Хорошо, да? Ну-ка, походи. Опа! Один, теперь ты один. Ой, да маленький. Ой, маленько писалась, да? Ну ладно, все. Дом Брусковый, Ушенвоз, как его, ну, как все светский. Коня лущусты, коня коркаусты. Ктунчик от деревни? Я именно сам 150 гоня. Серега? Мон, точно уверен? Ну, тоже точно не скажу. То Вань, молодежь вроде Вань, большинство такие вот 90-е годы, от города Кошкин. Молодежь Кошкин, не города. Да. А мало кошко? Перспективы нет, вызову. Кондон пираю. Да. Что, пойдем? Пошли. Хорошо? Если как бы школы, детсада разваливать не будут, то народ еще будет держаться. Если, например, школу прикроют, садик прикроют, то уже все. Народ будет разъезжаться. Мало молодежи-то остается. В основном-то все уехали. Едут в Киров, ищут не знаю чего, получают 15 тысяч, те же 10 тысяч отдают за квартиру и на 5 тысяч живут, так я не понимаю, какой смысл. Вот такие дела. Лет, 5, года 4 назад мы жили вообще, я получал 3 и жена 3, на 6 тысяч жили. Получается, что, не знаю, и хватало как-то, не жаловались. Не знаю, хватает денег. Вот скотина, как мы поняли, это копилка. В нее надо вкладывать, и потом деньги получаешь оптом. Вот то, что за счет этого, а так вот ее выгоды-то нет удержать. Шумпоточка, чеклюкачка, шулдер, чекацкичка. Каждый год лыкто. Юртско. Весь багдим уже стоит, чек то что стичком бе. То сенако, то пупертыло. Давайте Маркиса кричала. Сергей, садись Сереж, сюда. давай. Я тут неплохо постою. Ну, Сереж, какой Ну, песню? подпевать будешь? По весенним лесным перелескам к нам весна возвращается вновь. Почему ты поешь все о доме? Почему не поешь про любовь? Это ландыши все виноваты, этих ландышей полон букет. Хорошо и дарить неженатым на рассвете студенческих лет.